Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. Тема будет очень необычной. Я уже обещала в нескольких отсыпках ранее, я видела интересные дороги, которые меняют вашу жизнь, дороги судьбоносные. И вот обещала вам сделать отсыпочку именно на дороги. Какие дороги вам по судьбе, куда, вернее, вас судьба, в какие дороги вас толкнет, заведет, куда вас направит. Вот. Почему с такой задержкой выходит видео? Ну, мои хорошие, я говорила, я перед каждым видео делаю специальные обряды. Сегодня вот именно день, который очищает дороги, который помогает путешественникам, который придает силы, ну и, конечно же, удачу дает. Вот именно в дорогах и путешествий. Я ждала именно этого дня, чтобы усилить нашу отсыпку. Ведь отсыпка — это как обряд, который вам помогает. Кто собирается в дороге, кто надеется на дороге, кто ждет, да? Может быть, вы действительно хотите уехать. Пожалуйста, присоединяйтесь. Или просто вам интересно, будут ли у вас дороги в судьбе. Присоединяйтесь, загадывайте на себя. И давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Ну, знаете, здесь вот на моей цыпочке вижу, что случайных людей не будет. Либо вы действительно собираетесь, либо вы еще даже не догадываетесь о том, что вам уготован новый путь. Вот он, этот путь вышел в левой стороне, очень широкий путь, но немножко затуманенный. Либо не просто вам будет выйти на этот путь, либо обстоятельства вашего путешествия, вашего там, не знаю, переезда, отъезда, ну, кого-то, может, эмиграция будет, да, они будут достаточно острыми, да, вот не по своей воле, да, по принуждению высших сил, вот так хочется сказать. Значит, не бойтесь, путь очень широкий, открытый. И там, вот смотрите, да, сама дорога, она закругляется на доме, дом. То есть, если вам по необходимости придется покинуть родные края, да, по принуждению, там, ну, кто его знает, да, сейчас такая обстановка страшная, поверьте, куда вы поедете, там вам судьба дом найти, ваш дом, ваше место, понимаете, в этом огромном мире там ваше место. Вот, чтобы вы понимали и не боялись. Вот на сегодняшний день очень много тревог, и вот душевные слезы повыходили. Тревоги, слезы, очень беспокойное состояние. Знаете, такое впечатление, что кто-то дом вообще потерял. Да, вот так случилось в жизни, что дома нет. Дома нет, и идти вам некуда. Либо вы лишились дома, да, либо вас лишили дома. Либо вы понимаете, если вы сделаете решительный шаг, то вы лишитесь всего. Вам больно, вам страшно, вам грустно. Помощи нет. Не на кого опереться. Вот такое состояние идет. Вы не хотите, может быть, ничего менять. Вы не хотите. Но так складываются обстоятельства, что, как говорится, выбора нет. Надо собираться и идти. Да. Старт вашего пути, он печальный, он грустный. Это не надежда. О, я сейчас перееду, заживу шикарной жизнью, я тут тихонечко собираюсь, потихонечку, да, там вещи складываю, там подбираю, собираю. Нет, это какая-то необходимость. Необходимость в один момент в жизни все поменять.
Кстати, я вижу людей, которые очень долго собирались в какой-то путь, то ли откладывали, то ли их не пускали в этот путь. Знаете, как блоки ставили. Вроде вы собрались, все уже готово, раз что-то поменялось. Да? Ну, не у вас поменялось, а, например, там, ну, я не знаю, там, в правилах, да, там, отменился, там, самолет отменился, цены выросли, какие-то там документы там специальные ввели. Вот, несколько раз вижу, что у кого-то откладывалось. Не просто так откладывалось, абсолютно не просто так. Это не чужая злая воля, это не сглаз, это не порча. Не просто так у вас все откладывалось, вас не пускали высшие силы. Не пускали, не было для вас подходящего места. Либо условия, куда бы вы попали, но, ну, скажем так, да, не очень хорошие. Вам нужно было дождаться момента. Знаете, как говорят, все звезды сойдутся. Вот вам нужно было дождаться этого момента. Вы уже в этом моменте. Кто-то уже собирает вещи, да, билет купил, а кто-то лишь только начнет собирать вещи и вот как-то экстренно отправиться в путь. Куда бы вы ни шли, куда бы вы ни ехали, поверьте, вот именно в тот день, в тот час, когда вы выйдете из дома, перед вами откроются все пути. Путь ваш идет легкий, открытый, но нервничать будете сильно, очень сильно. И нервничать, и переживать, и прям места себе не будете находить. Вот стресс у вас идет в дороге. Очень сильно у кого-то прям отыграется. Советую ромашковый чай, мяту, всякие, так, знаете, успокоительные. Если вы там не доверяете народным средствам, так вы какие-нибудь тогда себе таблеточки прикупите, но легкие. Вот. Надо будет себя взять в руки. Дорога пройдет легко, без каких-то осложнений. Наоборот, даже, знаете, вот как люди будут там помогать, пытаться вам вот какие-то услуги оказать, причем, я не знаю, бесплатно. Вот какая-то поддержка пойдет. Доброта пойдет от людей. Это очень хорошо. А вы на таком нерве можете быть, даже этого не заметите. Ну, потом будете вспоминать, станет ясно. Так, дороги быть. У кого-то вот на короткое расстояние, у кого-то на очень длинное расстояние. Дороги быть. От этой дороги уйти нельзя. Вы, я так понимаю, имеете какое-то представление свое, либо о чем-то просили высшие силы. Вот хочу жить так, либо хочу иметь такие возможности, хочу делать это, хочу тем заниматься. Там, для детей, может быть, хотели, просили, для себя, опять же таки, да. Вот. Там, где вы находитесь сейчас, возможностей нет. Их никогда и не было, и в ближайшие там, ну, пару десятков лет, скорее всего, не будет. Вот. Поэтому, мои хорошие, в путь и только в путь. Но это по судьбе, да. Это по судьбе, это было прописано еще до вашего рождения. Вы должны совершить эту дорогу. Что ждет вас там, в новом месте? Будьте осторожны с людьми, которые обладают властью. Потому что, смотрите, как народ-то добрый, люди-то добрые, а вот те, которые там чиновники, я не знаю, там таможенники всякие, вот они по правилам, по сухим правилам. И там, знаете, как ни вправо, ни влево, ни назад. Там вот все прямо, все четко, как в аптеке. Будут прям спрашивать, выпытывать. Да. Это не потому, что они злые, к вам плохо относятся. Это их работа, да, работа, и они ее выполняют честно. Никакого предвзятого отношения я не вижу, но строгость есть. А вот от людей, прям одни улыбки, желание помочь. Смотрите, сколько много рук вам протягивается, да, чтобы вам руку подать и помочь. Замечательно. Кто переживает за детей? Ой, для детей это вообще будет приключение. Очень яркое, незабываемое. И, вот веселье идет у детей. У вас стресс, а у детей веселье, особенно у маленьких. Кто будет с животными ехать? Опять же, животное вообще ни сном, ни духом, да, никак на животное не повлияет. А вы переживаете, а вы нервничаете. Да. За всех попереживаете и за всех понервничаете. Что вам дает этот путь? Новую жизнь, новые возможности и раскрытие своего потенциала. Вот как сказала, так и будет. Смотрите, вы человек талантливый.
Ну, кто-то знает за собой свои таланты, а кто-то еще, как говорится, ни сном, ни духом. Вот. Там, где вы находитесь сейчас, там нет условий для вашего раскрытия, абсолютно нет. Не примут, не знаю, там высмеют, там еще и оскорбят, не дай бог. То есть там вы даже не пытаетесь. Вы знаете, что лучше и не стоит. Люди немножко такие, ну, забубенные, не знаю, малоразвитые. Как корректно можно отзываться о таких людях? Знаете, любого затопчет. Вот кто отличается от них, вот просто возьмут толпой и затопчат. Они не любят, когда люди отличаются. Вот. А вы индивидуальность. Вы, кстати, эту индивидуальность себе долгие годы давили. Да, чтобы не быть белой вороной, чтобы пальцами не тыкали. Ну, и, конечно, чтобы не смеялись и не оскорбляли. Вот. Вам пришло время раскрываться. Вы на новом месте. Вот кто-то прям с первого дня прям почувствует, что вот она свобода души. А кто-то будет под обстоятельствами, да, себя пробовать в разных сферах, в разных направлениях. И так раскроется ваш талант, мои хорошие. Но вот сидеть там на каких-то подачках, там, умирать с голоду, там, с протянутой рукой, этого никогда не будет. Нет. Знаете, вот это выражение «голодным не останешься». Если честно, я его не люблю. Я его не понимаю, я не люблю. И когда люди говорят, меня аж прям, знаете, коробит. Вот именно в вашем случае хочется сказать, что вы всегда будете сыты. Причем сыты от пуза. То есть все, что вы захотите, все, что вы любите, у вас всегда это будет. У вас не только будет сытая жизнь, но и обеспеченная жизнь, спокойная и размеренная. Сейчас у вас такой ритм бешеный, да, все там бегом, так как сороконожка, да, бегаете туда-сюда, по мелочам распыляетесь, нигде ничего не успеваете. Вот все это крутится по кругу прям, голова крутится. А вот в том месте, куда вы поедете, там вообще никто никуда не спешит. Там все живут, наслаждаются жизнью. Вот там, не знаю, природой любуются, там, какими-то беседами, какими-то своими увлечениями. То есть там этого нет. Ритм жизни совершенно другой. И, кстати, вот кто-то едет в какой-то прям мегаполис, большой город, вот, либо попадете в этот город, вы будете просто шокированы уровнем, культурой и, ну вот, заботой, наверное, да, заботой о жителях. Вот как все удобно, как все чисто, как все красиво. Прям первые дни будете ходить вот широко отвисшей челюстью. Вам, ну, может, видели вы в каких-то фильмах, да, но что прям действительно так вот прям хорошо и чисто, вы не поверить не могли. Вот, прям удивление будет, будете ходить, сами себя щипать. Ну, а кто-то окажется в невероятно красивом месте, где природа просто невероятная, где воздух, знаете, такой, что можно его аж пить. Вот. В любом случае, смотрите, у вас идет так. Принуждение, да, вот такие жесткие обстоятельства, которые вас подталкивают к этому пути. Второй момент – стресс, да, организация, поездка. И третий момент – это шок, удивление и вот такое прям благостное состояние, да, вот прям благость пришла. Боже мой, какое счастье! Я вот доехала, добралась, все у меня хорошо, здесь все так прекрасно, все так красиво. Люди такие добрые, милые, душевные. Вот, мои хорошие, что вас ждет. Я вот сейчас, кому предстоит путь, я сейчас думаю, да, сейчас я еще имена ваши соберу. Пишите в комментариях ваши имена, ваше имя, если будете ехать там с семьей, ваших близких напишите имена. И даже если с животным будете ехать, животного кличку тоже напишите. Прям молитву специальную буду читать, чтобы вам вот сопутствовали, помогали высшие в вашем пути, вот те преграды, чтобы разгоняли. И, мои хорошие, прочитаю на вас, чтобы убрать этот стресс, чтобы вы успокоились. Это очень важно. Держите себя в руках, держите. Вы под защитой высших. Тут даже и думать не о чем. Вот кем бы вы ни были, даже если вы человек с грехами, вы это за собой знаете, высшие вас проведут. Именно этой дорогой судьбоносной вас проведут. Так, кто на самолете будет лететь? Прям смотрите, самолет уж взлетает, вы видите?
Вышел самолет, который взлетает, и летит он вверх. Очень хороший знак, очень, просто невероятный. С одной стороны, говорит о легкой поездке, прям да, легкая поездка, без всяких там приключений, турбулентности и прочих приколов, которые бывают в самолетах. И второй момент, что ваша жизнь, это, да, самолет, это же и жизнь. Видите, как идет на взлет, вверх идет, да, стремится вверх, не по прямой, вверх. Вот, это очень классно. Сделайте, пожалуйста, вот принтскрин вот именно этого участочка. Да, и пусть у вас в телефончике лежит. Вот. Либо сфотографируйте с телефона. Ну, кто как умеет, кому как удобно. Просто сфотографировали, и пусть оно у вас лежит до поры до времени. Как поездочку свою закроете, так и фоточку эту удалите. Поверьте, поможет. Поможет и будет давать энергию, давать добро и притягивать удачу. Вот, дай Боже, чтобы оно так все у вас и произошло. Хотя я не сомневаюсь, но все равно еще дополнительно попрошу. Так, еще очень важный момент. Я вижу, что всем не получится уехать. Вот есть определенное количество людей, кто уезжает. Но если вы сами планируете уехать, вы поедете сами. Если с семьей, то поедете с семьей. Но останутся какие-то люди, за кого вы будете очень переживать. Ну, допустим, уезжает семья, остаются родители. Да? Либо уезжает там женщина с ребенком, мужчина остается. Вот кто-то уезжает, а кто-то остается. Вы будете очень переживать за этих людей. Вам тут сразу сказали, вот человек, за кого вы переживаете, либо люди, за которых вы переживаете, последуют за вами. Пусть не сразу, пусть через какой-то срок, но они обязательно последуют за вами. Вот. Они не останутся, нет. Нет, переедут, приедут, и все будет хорошо. Девчоночки, кто замуж выходит и кто будет уезжать к мужу куда-то далеко-далеко, вот, прям даже и не переживайте. Не переживайте. Он хороший человек, ну, в общепринятых правилах, да, в общепринятом восприятии. Семья просто уникальная. Ну, они душки там, понимаете, душки прям примут как свою, зацелуют, затискают, задарят подарками. Девчонки, ну вы там будете главное. Понимаете, вы там будете королевна, вот не меньше. Вот, заберет вас, заберет и ваших близких. Он для вас ничего не пожалеет. Главное, знаете, что не скромничайте. Не думайте, что ой, это ж я навязываюсь, это ж ему содержать нас всех надо. Вот об этом совершенно не думайте. Да, сначала он вас будет содержать, там, и вашу семью. А потом, девчонки, раскрутитесь, развертитесь, еще и сами будете всех содержать. Да? Либо будете зарабатывать столько, что на всех хватит. Так что не надо скромничать, сразу говорите о том, что вы думаете, о чем переживаете, как вы видите в идеале картинку. Это очень важно. Мужчина добрый. Вот. Там и семья там тоже хорошая идет. Примут как свою, как родную. Так, кто в эмиграцию едет, вот именно эмиграция, то есть в другую страну переезжаете, ну, там, не к мужу, да, не ждут вас там, и вот вы как с нуля будете начинать. Все с нуля, да, может, язык совершенно другой, там, другие законы, правила, а у вас там и денег не особо есть, да. Вот, вы не о том думаете, мои хорошие, вы не о том думаете. Значит, смотрите, во-первых, там человеческие законы, вот куда вы едете, я не знаю, вы все в разные страны едете, но тем не менее, вот как я вижу, там человеческие законы, социально ориентированные законы. Там, если ты эти законы соблюдаешь, а они несложные, они там не драконовские, никаких проблем у тебя нет. Совершенно. Там наоборот, закон помогает людям, там, не сдерживает, не, там, не знаю, обижает людей, а наоборот помогает. Это первый момент. Второй момент. Люди там какие-то уникальные. Вот ты к ним с добром, и они к тебе с добром. Но вот немножко на детей почему-то похожи, либо отношение как детское к жизни. Ну, нет у них таких проблем, как у вас. Вот. Они прям такие открытые. Вот. Там, понимаете, последним поделятся.
И будьте готовы к тому, что вам будут очень много всего, ну, я не знаю, приносить, давать, даже могут навязываться, да, вот я хочу тебе помочь и все, вот я хочу с тобой познакомиться, дружить, там по соседству живу, и давай с тобой дружить. Это будет. Да, менталитет другой, но менталитет классный. На мой взгляд, это классно, когда люди с душой. Не волком подглядывают, да, где ты там, что ты, в чем ты одет, что ты там кушаешь, а именно с душой, вот открытые люди. Единственное, что проблема, это язык, как я понимаю, язык. Вот здесь придется сложно. Вы, главное, не закрывайтесь, не закрывайтесь. Идите как можно скорее там на курсы, старайтесь ходить вот, ну не знаю, среди людей, по магазинам, даже если вам ничего не надо, просто идите. Открывайте вот телефон, да, есть же там переводчики всякие онлайн. Старайтесь как можно быстрее освоить язык. Вот это важно. Интегрируйтесь в то общество, в котором вы окажетесь. Не оставайтесь в своем доме, там, в 4 стенах, стараясь общаться с людьми, кто разговаривает на вашем языке. А именно выходите, учитесь, вот даже если неправильно, даже если не знаете, хоть на пальцах, хоть там рисунками рисуйте, но старайтесь общаться, это очень важно. Вот язык может быть только проблемой, а все остальное ерунда. И работу быстро найдете, и жилье найдете, все будет язык. Вот. Что я вижу, это только язык проблема. Так, еще важно по дорогам хочу сказать. Какой-то документ нужен. Какой-то документ. Вы об этом документе не думаете, вот совсем не думаете. Этот документ связан, ну я не знаю, медосмотр. Что это может быть, а? Почему-то вот идет документ и здоровье. Документ и здоровье. Может быть, тест какой-нибудь, да, вроде же уже отменили этот ковид. Во многих странах отменили. Ну, что-то документ здоровья для вас и для ваших близких. Вот этот документ очень важен и нужен. Высшие силы, подскажите, что это за документ? Я хочу помочь. Полис. А что такое полис? О, страховой полис. Спасибо, высшие силы подсказали. Значит, очень важно. Мои хорошие, кто будет ехать далеко за пределы своей страны, вам обязательно нужен страховой полис. Вот правильно, и здоровье, и документ. Документ, связанный со здоровьем, страховой полис. Для вас, для ваших близких, чтобы он у вас был. Он вам не понадобится прямо с первых дней. Нет, он вам понадобится немножко попозже. Это вот что-то стресс у вас идет. Вот этот документ. Если его не будет, то будет стресс. А если он будет, все хорошо будет. Ни стресса не будет, ничего не будет. Вот, может, забыли вы про него, может, не знаете. Но прям озадачьтесь этим вопросом. Понятно, что если вы в попыхах собираетесь, выезжаете, но все равно поищите варианты, как можно застраховаться. Но на какой-то вот период, непродолжительный, но тем не менее у вас должно быть. Вот именно должна быть, я так понимаю, страховка по здоровью. Так, и еще важный момент. Важный момент, я не знаю, ты что-то... Ну, я не знаю, вас кто-то заставляет, вот кого-то заставляют уезжать. Либо под чьим-то принуждением человек уезжает. Уезжают. Смотрите, вот, не знаю, принуждение, заставляют, выгоняют, да, разные могут быть варианты поездки, вернее, причины, которые вас толкнули на эту поездку. Вам вот показывают интернет, вот именно такой знак показывает интернет, связи по интернету. Мои хорошие, не игнорьте огромное количество чатов, пабликов, я не знаю, веб-ресурсов всяких. Пишите о своей ситуации и о своей проблеме. Просить помощи не стыдно, не позорно. Это нормально, нормально. Все мы люди, все должны друг другу помогать. На том и держится этот мир. Обязательно всем пишите, вот куда найдете все ресурсы, туда и пишите о своей проблеме. Вам какая-то просто мега колоссальная помощь будет оказана через вот эти вот информационные связи, через интернет. И люди найдутся, и помощь найдется. И вот прям, знаете, вот будут собирать по ниточке. И вот вам прям шикарная
одеяние сделают. Я так понимаю, что через интернет вы найдете и помощь, и поддержку, и обеспечение. Вот все будет. Не игнорьте этот ресурс, не игнорьте. Поверьте, так вам будет очень тяжело и тревожно, и одиноко, кстати, будет. А если вы будете о своей проблеме говорить, писать, да, я вижу, что писать надо об этом, то найдутся добрые люди, и такое огромное количество, что вы сами будете в шоке. Вас и обуют, и оденут, и жильем обеспечат, и всем вас обеспечат. Вот вам интернет очень поможет, очень и очень. Так, мои милые, ни за что не волнуйтесь, не переживайте. Вот, видите, мост, а на мосте стоит чаша. Это нужно пережить, это важно пережить. Это выглядит страшно, это нервотрепка, но на самом деле это великий дар небес для вас, для того, чтобы жизнь свою поменять. Вот, все будет хорошо, даже и не думайте. Итак, мои хорошие, берегите себя, не забудьте там в комментариях написать свои имена и имена своих близких. Я помогу, как смогу, мои хорошие. Буду делать вот прям от души, честное слово. Так хочу вам помочь. Вижу, что вы достойнейшие люди, настрадавшиеся, натерпевшиеся. И вот да, вот прям частичку себя вам отдам, чтобы все у вас было хорошо. Так, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.